Да, чага там шикарная. Со стороны даже видно, выпирает. Мелкий. В принципе, она достану. Ну так себе. Так себе оказалось. Как будто здесь уже кто-то брал, может, дерево маленькое было. О, бля. Ага. Нелегко. Да. Скажу вам, слишком высокого, скажем, если здесь это еле-еле достаю, тяжело бить. О, отошел. Ну вот. Первую чагу взял с пешней. Так что пешня работает. Но тяжело отбивать. Не так приятно, как с топором. Второй. О, бля. Сюда, если... Блин. Опа. Все. Там мелкие куски остались. Ну вот, ребят. Ради такой чаги стоило немножко и заморочиться. Чага шоколадного цвета хорошая. Бить, скажу вам, очень тяжело, неудобно. Когда в небо смотришь, прям отдает по шее, когда бьешь. Но пешня работает. Посмотрим, что дальше будет. Если найду, также буду отбивать верховые чаги. Как я сделал, кому интересно, еще раз говорю, переходите по ссылке в описании на мой второй канал. Будни Олега называется. Там я показал. Или напишите в комментариях ссылку, как я сделал вот эту пешню. Из чего сделал. Я вам отправлю. В комментариях прикреплю это видео. Нормально? Килограммчик есть. Хорошая чага. Ладно, надо идти. Время идет. Минут 15, так в холостую сейчас идти мне надо. Был бы наст, можно на собаке там, на собаке там проскочить. На нем везде можно ходить. Чтоб, главное, снег держал. Вот, насчет пешни. Ручка, конечно, нужна еще тяжелее. Если хотите, чтобы был хороший удар. Но с тяжелой ручкой просто потом
километры тоже таскать на себе не вариант. Ну и чтобы руки не дрожали, когда бьешь. Надо бить в одну и ту же точку, как колите дрова. Вот так же. Также и с тягой. Удар. Второй раз прицеливайтесь туда же. И 10-й раз. Она не меньше 10 раз сейчас я бил, чтобы не выбить оттуда. Ну сейчас, пойду я по своим следам, чтобы не блуждать. Здесь уже как бы более мой путь. И с того же места, вот, наверное, перед тем, как начать по целине идти, я там попью чай. Вот здесь, смотрите, тишина. Ветки ничего не шевелятся. Наверху все гудит. На дороге штормит. А здесь прям такая благодать. Все хорошо. И так не мерзнешь. А на ветру сразу остываешь. Вон, ребят. Оттуда шел, я не видел. А отсюда уже, с этого ракурса, хорошо я увидел чагу. А лыжня вон туда у меня идет. Он невысоко, хорошо сидит. Даже топором, наверное, думаю, достану. Он крупный. Опа. Так. Ну, топором достал. Бля, какая хорошая. Накрошил тут, бля. Хорошечную. Так, все. Второе дерево с этим, с пешней. Нормально. Топор не стал доставать. Так. Ну, топор все равно нужен, чтобы чистить от бересты, от всего. От лишнего мусора. Льда очень много, бересты. В общем, так я буду чистить его. Ну вот, ребят, перекур. Я дошел до места, где закончил сбор чаги. Что немножко отдохнем. На глоток кофе заработали уже. С бутербродом сегодня хлеб взял. Блин, подумал, вот я сегодня собираюсь. И в прошлых походах я озвучивал, что обязательно надо брать что-нибудь. Наверное, будни Олега тоже озвучивал, когда на машине ехал. Там говорил, что надо брать что-нибудь поесть. Ты голоден, не голоден, но все равно надо что-то брать. Не только, скажем, термос. Спрашивается, почему? Вот ты, скажем, поехал. Вот я поехал на несколько часов. Ну, поброжу несколько часов и обратно приду. Зачем мне кусок хлеба, там, конфеты, шоколадку?
термос с водой. А вот ты поехал, скажем, 10 километров на машине или на буране или на мотособаке, бродил там, скажем, часов 5. Ну, с расчетом с того, что ты обойдешься с кружкой чая там и все. Но поехал, бродил 5 часов, и на тебе, у тебя что-то случилось. Лыжи сломал. Придется тебе идти пешком, блин, хрен пойми сколько, по снегу. Буран сломался, или мотособака, или машина. И на все это у тебя уйдет, можно сказать, целый день, чтобы добраться до дому. Целый день уйдет, и ты просто проголодаешься. Вот поэтому действительно кусок хлеба надо всегда с собой брать. Пускай он пригодится, не пригодится, надо брать. Если не съешь, обратно домой увезешь там, лучше, чтобы он был. Так что, ну, это для, как сказать, новых охотников, новых путешественников, блин, кто хочет ходить, путешествовать по тайге. Такие моменты на своем опыте, вот ты набираешь это все и делишься. Вот, не надо забывать. Ну вот я вот сейчас хожу на лыжах, у меня нету гвоздей, представляете? Нету гвоздей. Надо 50 гвозди еще взять и хотя бы кусок рейки 30 сантиметров. Это не тяжело. Этим ты, как сказать, лишнего груза не будет, но он может в любой момент пригодиться. Один раз вот историю расскажу. Один раз мы с дедом ходили в тайгу. Ему уже 70 лет было. Ему уже было 70 лет, он со мной еще ходил в лес. Конечно, вся нагрузка на мне была. Я впереди шел, весь груз на себе старался брать. И мы вот обратно уже возвращались с охоты. И он куда-то отстал, не понимая, что, где, что. Он пропал, человек пропал, что случилось. А оказывается, он сломал лыжи. Вот просто сломал лыжи. Вот в любом месте ты можешь сломать. На охоте я один раз тоже ломал. У меня задняя часть ломалась где-то полметра или где-то сантиметров 70, наверное. Охотничьи лыжи. И я вот уже начал возвращаться, надо, ну, бля, человек пропал, дед, где он? Я начал возвращаться и слышу вот стук, это, как сказать, топора. Вот этот, работу с топором. А он, оказывается, лыжи сломал, но тогда у нас были и гвозди, и все. На дальние походы всегда мы берем топор, гвозди, веревку, все это надо, бинт, вата там. И сейчас даже я с собой беру уколы, ставить себе на всякий случай. Ну, с возрастом болячки накапливаются. Вот. И он, короче, скажем, такое дерево, вот вы срубаете, и с этого дерева, с этого, ну, скажем, вот полметра, такой кусок срубите, и с этого дерева, с обеих сторон вы топором лишнее уберете и сделаете такую дощечку. Вот, дощечку. И этой дощечкой вы прибиваете вот гвоздями. Вот 2 дощечки сделаете, прибьете, и вы сможете добраться хоть до техники своей или до дому. Вот. Всегда надо с собой брать гвозди, которых у меня с собой тоже нету. Вата, бинт, все есть, топор есть, а гвозди нету. Понимаете? Вот это оплошность, это надо брать с собой. 50. И для ремня еще можно нитку с иголкой капроновую. Вот если ремень у вас порвется, или хотя бы веревку, что-нибудь, чтобы вы не попали, такой вот вечереет на улице, уже все, хана. Уже все, сейчас скоро стемнеет, а у тебя, блядь, ремень порвалась, и не можешь ты выходить из тайги. Вот сейчас я зашел сюда, если обратно мне вот просто вот пешком выходить, мне будет очень тяжело.
Так что берите с собой все. Сейчас, ладно, я еще попью. Или кусочек хлеба тоже, блин, хочется с колбаской там. Слышно, буран где-то орет. Может, по этой дороге кто-то едет. Не знаю. Сейчас хватает буранистов в технике моря. У меня вот такой бутерброд, колбас, хлеб. И... Можно лук еще сюда. Ладно, давайте. Я немножко поем, не буду чакать. Прям некоторые раздражаются. Не нравится, не смотрите. Свои недовольствия писать не надо. Ладно. Запах дыма не хватает. Надо бы хотя бы бересту еще сжечь. Просто почувствовать запах дыма. Чуть не проскочил. Ребята, я уже надежду снова потерял. Блин, смотрите. На каждом метре береза. Чаги вообще нет. И хорошие березы тут. Такой хороший березняк. Вот нашел небольшое. И все. Что сейчас будем рубить. Так. Не крупный даже. Не крупный. Ну хороший. Вообще прекрасный даже. Просто прекрасный. Мелкий, но прям хочется до самых последних кусков отбить. Потому что они хорошие, шоколадные, блин. И все. Вот смотрите. Везде березы. Странно, почему здесь нету. Сейчас этот кусок не полениваюсь возьму. Маленький, но, блядь, зачетный. На вес золота даже. Буран все-таки поднялся. Возле моей мотособаки вроде как газ скидывал, но ему придется так и так обойти. Вот. Газ скидывал. И резко потом звук как... Или дорога куда-то в сторону ушла. В общем, звук потом тихо стало. Может, остановился перекурить. Так, чищу бересту. Такие вот маленькие куски еще. И тут вообще шлак негодный. Все. Такая находка. Первая. Пока не густо. Совсем мало. Там есть долгожданчик тоже. Да, хороший. Ё-моё. Блин, так много надо ходить тут, чтобы что-то найти. Вот он. Ну, хоть один нормальный. Ух ты, какое дерево тут. Здоровый, блин.
Очень много похожих на чагу, но подходишь и там, в общем, какой-то гниль, гриб, но не чага. Так, один есть. Опа, вот и второй, ледяная. Вот. Блин, как крошится хреново. Самое вот настоящее. Прям жалко, когда вот так отлетает. Ну, один и то хорошо. Далековато уже я пошел, конечно. Далековато. Только снял камеру. Думаю, здесь камера не нужна. И если налево посмотрел, что-то похожее тоже. Надо проверить. Да, есть большой нарост. Вот так. Вот пройдешь и не увидишь, он как-то в ту сторону смотрит. Нехорошо. Прячется. Я его заметил. Ага. Хорошо отходит. Опс. Ну, плохой, конечно. Ой, бля. Надо чистить капитально. В общем, ребят, рассказываю. Вот такая находка. Единственная. Столько уже прошел. И я поменял курс. Сейчас параллельно, где-то метров 100 от своей лыжни, буду возвращаться. Здесь вообще чаги нет. Берез тысячи, чаг вообще ноль. Пойду к утреннему месту, где вот я находил, более быстрее, чем вот здесь. Одно радует, что ходить терпимо, не так проваливаешься. Ну, килограмм 5, наверное, после первого мешка у меня вот так набралось. Такие дела. Дальше не пойду. Дальше пойдем другой раз. Другой раз на мотособаке до сюда приеду. Я сейчас знаю, где я нахожусь. Уже 100%. И с этого места в следующий раз дальше пойдем. А сейчас я буду возвращаться. Может, еще наберем этот рюкзак. Хотя бы половину рюкзака, и то ладно. Сколько будет, будет. Но пока дело вообще не идет. Вообще. Начало хорошее было. А сейчас после чаепития вообще что-то иду впустую. Лес густой. Лес такой вот. Ельник. Там слева сосновый лес. Но вот придерживаясь к сосновому лесу, параллельно буду идти в сторону своей лыжни. Как наткнусь на свою лыжню, уже там подумаю, что дальше делать. Вот так. Рассказал, что пока ничего хорошего тут нет. Взлетел один рябчик. Взлетела. Птица, наверное, рябчик был. Да, рябчик. И все. Больше ничего. Следы зайцев есть. Даже тропа тут есть. Вышел на речку. Таежная речка тут. Вот. В общем, иду вообще пустой. С того места, откуда шел, ни одной чаги я не нашел. Уже на подходе, как сказать, дошел, где я чай пил. Вот, тут следы выдры. Вот смотрите, здесь выход. И на другом берегу тоже выход у него. Вот такие дела. Заячьи следы. И там
по реке выдра лежала. А, там еще выход вижу. Вон там, на другом берегу. Здесь такой поворот. Никто не рыбачил. Но река, думаю, блин, я не знаю. Надо пешней проверять ходить. Вон там видно, что все открыто. Такие дела. Там тоже открыто. Немножко прояснилось. Местами вообще ветер стихает. Знаете, вот порывы какие-то. Начинают там штормовать. Потом резко прекращается. И вообще ветра нет. Потом снова ветер начинается. Это здесь, в лесу. Ага. Там на реке, наверное, или, скажем, дома. Там вообще шторм. Сегодня ночью вообще бешеный ветер был. Думаю, крыша улетит там. Я не знаю, что за ветрище было. Вот. Ладно, сейчас еще посижу, немножко подостыну и дальше пойдем. Там увидел, это сухостой, оказывается. Потом справа еще два дерева какие-то черные. Моя лыжня вон там проходит. Я уже пересек то место, откуда я выходил, выносил мешок. Этот тачага маленький. Там что еще? Да, ребятчага тоже. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Так. Так, как же быть? Так. Так, один есть. Отлично. Там маленькие они. Все равно лучше, чем ничего, ребят. Этот негодный. Там труха одна. Даже надо чистить там. Посмотрим. Возьму. Так. Надеюсь, снимает. Немножко вам процесс этот заснять. Так, ладно. Тут я так не поднимусь. Вот так надо. Ничего, удачи не видать. Береста отошла. В общем, лыжня напрямик идет, а я зашел на поворот. Ну, наверное, так, ребят. Тут кто ходил? Выдра. О, даже с этой стороны есть. Ребят. Вот он. Не крупные, но
Нормально. Нормально. Вот так. Ну все. Я уже немножко разочаровался. Было, но что-то нашел. Где-то вон там еще что-то похоже было. На поворот хороший. Там пройду. Там пройду и посмотрим. Может еще какой-то найдем. Блин. Ну действительно, участки вообще без тяги бывают. Сколько прошел, сейчас пустую, конечно, жесть. Вот мои следы. Это утренние следы. Первые следы, которые я от мотособаки я заходил. Без съемки я еще нашел вот такой. Вот, грамм 300, наверное. Чагу хорошую. Пешня я отбил. Тоже, блин, долбил капитально. Крепко там держалась. Но она еще хуже, он сейчас отходит, он мерзлый, он прям капитально сидит там. Ну, обошел все тут. Вот и да. Здесь больше делать нечего. Надо идти в следующий раз еще дальше. Каждым днем все дальше и дальше отдаляюсь от села. И поблизости уже везде обшарил. Так что следующие походы уже еще дальше будут. Сейчас я выйду по этому следу и схожу опять за снегоходом. Снегоход у меня в стороне, вот где оставлял. На первое место придется мне подъехать. Разрядился аккумулятор. В общем, тут в мешке, наверное, килограмм 10 на вид такой. Ну, не полный мешок, не полный. Но, блин, идешь и как-то вот когда чаги много, ты в азарте, вот ты собираешь и вот не чувствуешь эту тяжесть. Ну, говоришь, что там тяжело, но как-то вот второе дыхание открывается. А вот когда вот это 10 килограмм несу и вообще впустую иду, ни одной чаги нету. Вообще, хоть бы маленькие чаги, и то интересно, дальше идешь, собираешь. А здесь пустота. Вот. Так, как же, или может еще дальше сходить. В принципе, время и силы есть еще. Не знаю, сейчас подумаю, сейчас кофе попью. Подумаю. Или здесь уже сразу напрямик выйду. Тут недалеко. Или же еще дальше пойду до следующего выхода. В принципе, если до следующего выхода пойду, там еще на Сосновом Бору одна чага у меня есть в запасе. С пешней можно попробовать отбить. А потом уже пешком. Больше километра там придется там по буранице идти. Ну, ладно, сейчас попью чай, подумаю и дальше в путь. Тут оказалось не так далеко. Второй выход. Вот. С Туланом мы здесь ходили. Прошлый поход. Ну и я об этой чаге говорил, что верховая чага на Сосновом Бору. Вот тут. Нижний я брал, а верхний там остался. Но он, блин, высоковато. Не достать, конечно, с этой палкой. Там чага хорошая. Вряд ли достану. Вон он, как высоко. Но, блин, хороший. Может, с той стороны как-то повыше. Вот он. Сейчас попробуем. В принципе. Достаю. Но, скажу вам, придется мне долбить это. Опа. Что-то быстро у меня получилось. И все. Капец.
Нормально. Я только настроился бить там. Да, полностью упал. Отлично. Вот, смотрите. Постоянно у меня тут висит топор. Хорошо, руку свободны. А со стороны такой могучий, огромный, недоступный даже. Крепость такая, блин. 2 раза ударил и сломался она. Вот так. Ха-ха-ха. Ну все, это на сегодня последняя чага. Там уже недалеко дорога. Здесь поближе здесь от ельника. Вот. Ну и тяжковатый, но он даже 10 килограмм нет у меня тут. Где-то килограмм 9 от силы. Так, ладно. Так что, ребят, пешня работает. Пешня работает и неплохо. Все по-простому. Удалось добыть очередную чагу с пешней. Так. Ну и все. Прибыли на место. Так, ну вот здесь. Тут, короче, на снегоходах ездили. Даже двулыжный снегоход ходил тут. Все. Шабаш на сегодня. Вот здесь я прошлый раз с Туланом был. Здесь грузился. Короче, все тут оставляю. И пойду пешком. Вот тут объехали меня. Правильно. Снег держит. Не тонут. Вообще хорошо держит. Фу. Так. Ладно, сейчас я переоденусь. Развернусь. Поеду к лыжам. Там загружусь. И все, в принципе. Думаю, что тут такое? Что здесь происходит? Что за мешки? Нормально. Все нормально, скажи. Так. Ладно, сейчас заведу и переоденусь.
убежит, блин. Резвый. Видели, как быстрый, сборный, он разборный. Все это я предусмотрел перед покупкой. Мне такая техника и нужна. Ничего другого пока не надо. Все. Ничего не забыл. Такс, ладно. Сейчас, ребят, все загружу и... Блин, вот честно, в этой технике вот эта сидюшка полное говно. Блин, амортизации вообще нету. Все вот думаю, но не делаю. Надо сиденье или от восхода поставить сюда. Или же я не знаю. Но это вообще жестко прям. Спина устает очень-очень сильно. Вот это большой минус. А в остальном вообще техника огонь. Блин, сделали бы как-то с амортизацией, с какой-то рессорой или еще что-то придумали. Но сиденье, конечно, жесть. Ну вот такой мини-паровоз. Мотособака. Сани, где я сижу. Там сумка с одеждой. А здесь на корыте чага. И основной груз вес тоже вот тут. Сейчас я видел, уже производители начали вот здесь ставить как бы типа фаркопа. И вот эти сани, дышло крепится вот сюда. Вот. Ну, а может быть, даже я тоже переделаю. Почему так делается? Потому что, ребят, когда вот здесь он
прикреплен. Вся нагрузка вот так идет. И эта стойка, стойка вот так делает. И здесь может где-то слабинка получится и сварка отлететь или еще сломаться. А если вот тут накрепление вот снизу, вот где-то вот здесь, основная, потом прямая такая вот цепка будет. Вот. Думаю, даже правильнее будет, вот если здесь куда-нибудь фаркоп сделать. Ну, мне просто вот это дышло приварить, больше, длиннее сделать на метр. И проблем никаких нету. Но это подумаю над этим. Вот. Здесь лыжи закрепил. И главное, чтобы у меня это не пропало, улетело. Вот. Ну все. Я загрузился. Ну и буду тоже заканчивать. Вот такой сегодняшний день. У меня сбор чаги. Прошел. Блин, сколько я прошел. Сейчас гляну еще. Точно. Но здесь я покатался. Минус километр. И с утра еще там был. Сейчас примерно тоже, в принципе, нормально прошел. 5 часов 18 минут в пути. 9 километров 870 метров. Но, грубо говоря, давайте округлю и да и трек я больше показывать не стану, потому что все будет под секретом. Потому что я понял по комментариям, как меня отслеживают, где я нахожусь. Больше этого вы сами себя выдали, следопыты. Я больше показывать не... Ну, может, минимум буду. Но основное, когда вот все видно, река и вырубки, и дорога, и просека, скажем, по этим местам вы просто, кто умный, понимает, он уже начинает понимать, где я находился. В общем, 5 часов 18 минут времени у меня в пути. 9 километров 870 метров. Но минус, давай фиг с ним, вот это по катушке. 8,5 пути. 8,5 я прошел пешком. Вот. Ну, примерно так. Такой. Это все остановить надо. Хватит на сегодня. Дома я еще посмотрю этот трек, нормально изучу. В принципе, ознакомился с этими местами. И первоначально даже хороший сбор был. А потом что-то все меньше, и все закончилось. Ну, хоть, взвесить не взвесил. Не буду уже взвешивать. Дома взвешу. Примерно сегодня 30 килограмм. Железобетонно где-то 30 килограмм получилось чаги. Вот дома я еще взвешу. Может, будни Олега там озвучу. Так что на обе канала подписывайтесь и следите за всеми событиями моей жизни. Там будни Олега, все мелочи там рассказываю. Показываю все новости, в основном там, что будет происходить весной, как будет лед идти там, когда, какой день, все это я там снимаю. Вот. А я сейчас все, поеду. Давайте до новых видео, до новых встреч. И подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Все, давайте, пока.